прошедшую пятницу в Казани прошло знаковое событие в рамках торжеств по 1000-летию принятия ислама в Волжской Булгарии нашими предками. Это закладка новой соборной мечети. Казань сегодня, являясь третьей столицей Российской Федерации, скажем так, центром ислама в Российской Федерации, не имеет значительной такой мечети, которая могла бы вместить более 10-15 тысяч верующих. Вы знаете, что такие мечети есть уже и в Москве, есть на Северном Кавказе, в Чечне несколько даже. Строится грандиозная мечеть в Махачкале, это исламский центр пророка Исы и мечеть пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи. И вот Казань, наконец-таки, руководство Республики Татарстан и жители Казани пришли к взаимопониманию о том, что необходимо на берегу фактически Волги, напротив Казанского Кремля, построить современную мечеть, которая будет олицетворять связь поколений, связь эпох, такую последовательность времен от Казанского Кремля, минарета Сюмбекей, возрожденная мечеть Кул-Шариф, до новой, такой современной, модернистской мечети, которая была заложена в прошедшую пятницу на территории парка Кырлай, напротив еще одного символа Казани, Казана. И это очень символично. Мы благодарны тому, что и немусульманское население Казани с большим энтузиазмом отнеслось к этому, и к властям Республики Татарстан, которые очень сбалансированно подходят всегда к таким вопросам. Когда возрождали мечеть Кул-Шариф, восстановили собор в Кремле. Когда возрождали булгары, также был фактически возрожден из небытия славный град Свияжск. И сейчас, перед тем, как заложить эту большую мечеть, с учетом того, что половина фактически населения и Казани, и Татарстана — это не мусульмане, был возрожден храм, где находится знаменитая на весь мир икона, казанская икона. Сейчас мы можем с уверенностью говорить о том, что когда эта мечеть будет построена, нет никакого сомнения, что это чаяния мусульман Казани и Татарстана будут воплощены в жизнь, и в скором будущем мы уже, наверное, будем читать джума в вновь построенной мечети, в новой соборной мечети Казани. И это будет таким символом и взаимопонимания, и религии внутри Казани, внутри Татарстана, потому что Казань сегодня — это действительно такой мост цивилизации между христианами и мусульманами. Сегодня это такой мост между Европой и Азией. И сегодня Казань олицетворяет собой, может быть, все то лучшее, что собрали за эти века мусульмане Европы, не только Восточной Европы, вообще Европы. И эта мечеть, мы надеемся, будет таким воплощением достижений европейского ислама.